Николай, приветствую. У нас на связи Николай Марченко, журналист из Болгарии, издание bivol.bg. Николай, здравствуйте, слышите ли вы студию? Добрый вечер. Николай, мы с вами уже второй раз говорим за последние полгода о выборах в Болгарии. В прошлый раз мы с вами говорили о том, мы с вами говорили в прошлый раз о политическом кризисе в Болгарии, как раз развалилась коалиция. Прошлое воскресенье прошли выборы в болгарский парламент, внеочередные выборы в болгарский парламент. И в этих выборах принимала участие Гагаузия. И уже не в первый раз Гагаузия принимает участие в этих выборах. Понятное дело, здесь большое количество граждан Гагаузии. Вы провели расследование, насколько я понимаю, и выявили определенное участие гагаузских политиков. Опубликовали статью на bivol.bg, мои коллеги покажут. Давайте начнем с того, что вам удалось выяснить, да, и как гагаузские политики участвуют в этих выборах, и на стороне каких политических партий из Болгарии. Я бы не сказал, что мы провели какое-то масштабное расследование, но в очередной раз, как и год назад, когда проходили внеочередные выборы в Болгарии в апреле это были очередные, в июле это были внеочередные, мы получили сигналы о том, что в Гагаузии якобы покупаются голоса за одну из болгарских парламентских партий, то есть за партию Движение за права и свободу, ДПС. Эта партия известна в Болгарии тем, что она является партией турецкого меньшинства, национального меньшинства, и состоит в хороших отношениях с властями в Турции, с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ну, это бывший руководитель партии Ахмед Дуган, да, сейчас ее возглавляет другой человек, насколько я понимаю. Достаточно такой Ахмед Дуган, ну, как сказать, неоднозначная одиозная личность в Болгарии, насколько я помню. Он долгое время один из старейших депутатов болгарского парламента. Не знаю, если он уже по-прежнему в парламенте. Ну, вот как в Болгарии, вернее, в Гагаузии агитируют за эту политическую партию и какие связи есть у этой партии с Гагаузией? Что вам удалось по этому поводу выяснить? Нам удалось выяснить, в прошлом году мы выяснили, что в день проведения выборов в болгарский парламент из Турции прибыло несколько парламентариев, депутатов от правящей партии Реджепа Тайипа Эрдогана. И в этот же день они проводили официальные встречи с властями Гагаузии, с представителями общественности и так далее. А в этом году нам поступил сигнал о том, что в сентябре месяце перед выборами в Болгарии, в Камрат и в Гагаузию прибыл бывший депутат от партии ДПС Ахмед Ахмедов, что он проводил встречи с официальными лицами, с главой Народного собрания Гагаузии, с некоторыми депутатами и общественниками. Ну, это мы помним. О том, о чем они говорили, но опять же, согласно тем мнениям, которые наши источники в Гагаузии которыми источники в Гагаузии с нами поделились, что вполне возможно, что речь шла опять о подготовке участия гагаузских, то есть граждан Болгарии, которые проживают в Гагаузии, в выборах. И опять же результаты показали, результаты, которые мы видим на сайте Центральной избирательной комиссии Болгарии, о том, что партия ДПС, она снова первая за рубежом не только в Республике Турция, но и в Республике Молдова. Ну, например, сколько она набрала в Республике Молдова по данным ЦК? У меня нет под рукой всех таблиц, но насколько я просматривал, что буквально единицы голосовали за другие партии. И как и в прошлом году, так и в этом большинство голосов отдавалось за партию ДПС, там, где была какая-то более такая серьезная избирательная явка. Конечно, речь не идет о каких-то больших цифрах, потому что голосование это обычно десятки или максимум сотни людей. Насколько мы поняли, что явка в этом году даже меньше, чем в прошлом году.
соответственно, может быть, и результаты не такие большие, но вопрос в том, что тенденция в целом некрасивая, что граждане одной страны, то есть граждане двух государств, ходят на выборы и участвуют там, где это удобно, где им кто-то предлагает какие-то деньги или подвоз. А также в прошлом году нам удалось получить официальную информацию о том, что сигнал представителей других политических партий, которые были на одном из участков, проверяла полиция. То есть мы звонили тогда начальнику полиции в Чедерлунге, он нам подтвердил наличие сигнала и наличие такой проверки. То есть не то, чтобы официальной информации у нас совсем нет. В этом году у нас есть информация о том, что вызывалась также полиция и представители карабинеров на один из участков в Копчаке. Там якобы, насколько мы поняли, председателя участка тоже зафиксировала сомнительное поведение или подвоз избирателей, или то, что некоторые из них фотографировали на свои смартфоны соответствующие, то, как они голосуют, бюллетень. То есть об этом было заявление карабинеров, я так понимаю, да, по этому поводу, потому что кто-то фотографировал бюллетени. Я правильно понимаю? Насколько мы поняли, что были такие сомнения у председателя одного из участков в Копчаке, и она вызвала карабинеров, и началась проверка на месте. Хорошо, а кто, вот вы пишете в статье 15 евро на река от Куличка или там Джипката, да? И в этой статье фигурирует Михаил Влах, известный активист, близкий к Константинову. Он же встречался с Ахмедом Ахмедовым, бывшим депутатом болгарского парламента от партии «Движение за права и свободы», партия, представляющая турецкое меньшинство в Болгарии. Вот какова их роль в этом всем? Мы не можем судить категорично о том, где чья роль. Тут правоохранительные органы, кстати, Республики Молдова и Республики Болгария должны этим заняться. Кто какую роль играет? Действительно ли существует какая-то организованная группа, которая занимается торговлей голосами? Потому что в Болгарии эти преступления в последние 1,5 года очень серьезно расследуются. Перед каждыми выборами очень много задержанных. В этом году 150 человек задержали в Болгарии буквально в предыдущие дни перед выборами по всей стране. В основном это, конечно, места, где живут люди с более, так сказать, более низких социальных слоев, у которых финансовых возможностей нет. Это обычно районы компактного проживания болгарских ромов. Хорошо, а вот за кого обычно, вот те, которых вот эти 150 случаев, обычно в пользу кого в Болгарии, ну, по вашим сообщениям и по вашей информации, осуществляется подкуп голосов? Или в пользу всех политических партий, или в пользу какой-то конкретной политической партии? Чаще всего такие обвинения связывают с партиями ДПС и партией ГЕРБ. Это бывшая правящая партия экс-премьера Бойко Борисова. То есть с ними чаще всего связывают такие преступления. Часто это связано с определенными бизнес-группами. Это владельцы заложных касс, это владельцы небольших фирм, которые дают суды, кредиты. Заложенные кассы вы имеете в виду эти самые, ломбарды, да, куда приходят? Да, то есть это все места скопления людей, у которых сложное финансовое положение и которые они очень подвержены тому, чтобы соглашаться на такие схемы, когда их личные данные записываются кем-то в определенные записные книжки,
эти данные потом передаются посредникам, эти посредники договариваются с политическими партиями. То, что касается Гагаузии, там говорилось о том, что согласно данным наших источников, что дают деньги на руку людям, которые покажут свой смартфон, фото на смартфоне, за кого они проголосовали, бюллетень. В прошлом году на это официально отреагировали в Чедерлунге вся комиссия участковая избирательная. Они отправили официальное письмо МИДу Болгарии, ЦИК Болгарии, МВД Болгарии. Это подробное письмо мы тогда опубликовали, в котором они объясняют, что людей привозят организованно, люди фотографируют бюллетени. Потом, судя по тому, какая информация и до них доходит, и до нас, затем люди идут в определенные места, где их ждут, им дают деньги на руку. Хорошо, а в пользу кого? А кто, извините, я прослушал, может быть. В пользу кто отправил письмо в МИД Болгарии и в МВД Болгарии? В прошлом году такое письмо отправили представители политических партий, которые присутствовали как члены комиссии на одном из участков в Чедерлунге. Это официальное письмо. Они подробно на болгарском написали о том, какие нарушения совершаются. В этом году, насколько мы поняли, нарушений уже меньше, и уже меньше сигналов поступало о том, что есть такие нарушения. Но все равно такое все еще происходит. Если в прошлом году самое скандальное было то, как говорили о том, что возле консульства, прямо возле здания консульства в Тараклии, консульство Республики Болгария, стоит автомобиль, к которому люди подходят и получают деньги за голосование. Хорошо, а кого обвиняли в прошлом году, ну, опять же, да, чтобы уточнять? Судя по тому, какое количество голосов получила определенная политическая партия, в данном случае ДПС, я уже предполагаю, что... Та же политическая партия ДПС. В прошлом году была информация о том, что предлагалось голосовать и за партию ГЕРБ, но в этом году информация только по одной из партий, по ДПС. Угу. Окей, я предлагаю позвонить господину Михаилу Влаху, если вы не против, да, и спросить у него в прямом эфире вообще, ну, дать ему возможность комментария, потому что, я не знаю, придет он к нам в студию, не придет, но давайте попробуем его набрать. Если вы не против, Николай, я позвоню ему и попытаюсь у него узнать вообще, как он объяснит. Советником госпожи Влах, он тогда нам особой информации не дал. Советник вы с кем вы говорили? Советник Влах? Ну, который отвечает у нее за отношения со СМИ. Окей. Давайте я наберу, вот попробую с телефона, да, то есть ближе к петличке поставлю, получается, микрофон, да, для того, чтобы мы могли с Михаилом Влах поговорить. Давайте я... Динамик. Вот. Михаил Влах, если ответит. Хорошо, если нет, то уже надеемся увидеть его в студии. Михаил, здравствуйте. Да, тезка, Сеслер, здравствуйте. Я прошу прощения, мы вот в прямом эфире, Михаил. У нас тут на связи по скайпу Николай Марченко, журналист из Болгарии, который писал статью о выборах, которые прошли в это воскресенье в парламент Болгарии, и в этой статье в том числе и фигурирует ваше имя. Вот вы могли бы объяснить, каким образом вы участвовали в выборах Болгарии, и вообще как вы относитесь к этой статье? Может быть, вы ее видели, может, не видели? Я не видел ничего. А что вы имеете в виду? Что-то я... Ну, смотрите, не есть такой журналист Болгарии Николай Марченко, который работает в издании Бивол.бг. Это расследовательский центр, расследовательской журналистики, которые провели, им пришел сигнал определенный, что на выборах в Болгарии, которые проходили в том числе и в Гагаузии, в Камрате, осуществляется якобы подкуп голосов. И там в этой статье фигурируете и вы. Как вы это объясните? Ну, Михаил, вы же знаете, что мы везде фигурируем, и очень много разговоров о нас. Вы в том числе, ваша команда, я вот видел на днях, вы выступали у Анатолия Голи, где вы сказали, что вроде бы они не с
шором, но они под шором. То я это от вас прямо слышал. Специально мне вчера показали кусочек. Вроде бы они в Кишинев не едут, но они под шором. Вот то же самое и здесь. Что вот этот вот Николай там пишет, это из той же серии, что я не слышал звон или не знаю, где он, но это то же самое. То есть это сказки, которые постоянно про нас рассказывают. Вот что я могу вам сказать конкретно, если вот я еду, и вы мне сразу позвонили, и я тотчас отвечаю вам. Все вот эти вот спекуляции, которые ведутся, они постоянно были, есть и будут. Но вы знаете, как говорили, что плохой пиар, он тоже пиар. Если про нас говорят и грязные в том числе, это значит, мы живем, и слава Богу. Поэтому этому Николаю, который, если он там на связи, тоже желаем прекрасного здоровья, чтобы он больше проводил расследований. Знаете, как говорят, держите вора, а кричит сам вор. Понимаете, это про миллиард, который у нас украли. Тоже уже 100 лет ищут этот миллиард, но постоянно те же прокуроры и судьи у нас в Молдавии работают. Мне кажется, вот эти вот спекуляции, я думаю, что они должны прекращаться. И действовать надо, вот если есть такое, конкретно поймали, заговорили и так далее, и так далее. Михаил, вот уточняющий вопрос. Что вас связывает с партией ДПС, Движение за права и свободы? Недавно был бывший депутат парламента Болгарии Ахмед Ахмедов в Гагаузии, и вы с ним встречались, есть фотографии у вас на страничке в Фейсбуке. Он не бывший, Ага. он не бывший, он действующий депутат, и у нас связывают с ним давние отношения, дружеские, братские, больше скажу, что у нас с этой командой на протяжении многого времени связывают прекрасные отношения. И многие наши диаспоры, многие наши жители, которые имеют болгарские паспорта, они поддерживали и будут поддерживать эту команду, потому что эта команда не приходит только на выборы, а очень много она помогает и поддерживает. Вот что нас связывает не только с Ахмедовым, а связывает с нормальными ребятами в Болгарии. Поэтому вашему другу или нашему общему коллеге-журналисту я хочу передать здоровье, и чтобы он больше делал таких материалов, потому что я думаю, это делает своего рода пиар, это делает своего рода работу, и этого Николая поднимает в том числе, чтобы Николай становился героем дня, что он там кого-то нашел, поймал, арестовал. Ахмед Ахмедова я очень хорошо знаю, уважаю и думаю, что Николай приедет к нам в гости, мы тоже его гагаузским вином и хорошей брынзой с гюзлями обязательно угостим. А вас, Михаил, желаю вам тоже хорошего здоровья. Вы, как говорится, цензура, свобода слова, она всегда у нас, особенно сегодня, как вы сказали, она больше всего чувствуется, что оно нужно. Саалык берекетом кисмет, я, к сожалению, захожу, не могу... Не, последний вопрос, если позволите. По поводу подкупа, что скажете? Михаил выключил, вот не удалось получить последние комментарии по поводу этого. Ну, Николай, вот вы все слышали. Вам было слышно, я так понимаю, да? Конечно. Ну, в общем, да, на вопрос по поводу подкупа не ответил, но, как бы, да, связи есть, и партия Движение за права и свободы, которая представляет в Болгарии турецкое меньшинство, да, то есть она, как бы, получается, друзья политиков из Гагаузии, вот, в частности, Михаила Влах и, я так понимаю, Дмитрия Константинова, которые... Не могут люди отрицать очевидные факты о том, что у них контакты есть, связи у них налажены. Вопрос в том, мне, конечно, импонирует и чувство юмора гагаузских политиков, их гостеприимство отлично. То есть мы рады, что они поддерживают свободу слова, что они согласны с тем, чтобы журналисты следили за их действиями. Отлично. То есть вопрос в том, что если действительно есть какие-то сомнения, то они бы могли их объяснить. То есть мы не занимаемся агитацией, мы не платим за голоса,
мы просто поддерживаем. Ну, если поддерживают, тоже неплохо. Просто как бы, насколько мы знаем, в Болгарии, то есть в Молдове граждане Болгарии, они обычно голосуют за пророссийские партии. Вот там же есть голоса и за партию Возрождение, это националистическая пророссийская партия. Но за нее голосов намного меньше, то есть в разы. Имеете в виду в Не Гагаузии? знаю. Хорошо, а как вы объясните вообще, не видим никакой избирательной кампании? Как информируют болгарские партии о своей программе, о своей предвыборной платформе в Гагаузии? Потому что мы не видели никакой, скажем, кампании ни в социальных сетях, ни офлайн, ни онлайн, то есть каких-то баннеров каких-то. Есть у них какие-то, вы вообще следите за тем, как они осуществляют свою деятельность здесь? Ну вот самый известный случай, вот, пожалуйста, это ДПС, у которых, я так понимаю, есть политические партнеры здесь, ну, друзья, а у остальных партий как это обстоит? Насколько мы поняли, Костадин Костадинов — это бывший депутат и лидер партии Возрождение, который приезжал тоже в Республику Молдова. Он ездил и в Украину, и в Молдову, где встречался с бессарабскими болгарами. Даже в Украине он был задержан украинскими спецслужбами СБУ, потому что о нем как бы есть информация, что он пророссийский политик, и его из страны выдворили. В Молдову он, насколько мы поняли, ездит спокойно, потому что недавно он сам сказал, что ездил в Молдову, где общался с бессарабскими болгарами и с теми украинцами, которые покинули Украину и пребывают в Молдове. То есть, насколько мы знаем, тоже от некоторых наших источников, что он там встречался и с официальными лицами, и с представителями диаспоры общался. То есть, очевидно, это дало какой-то результат, потому что вторая партия после ДПС, которая вообще появляется среди тех, за кого голосовали, это Возрождение. Но цифры несопоставимы. Там буквально по несколько голосов на участок, тогда как за ДПС десятки голосов. То есть о чем это говорит? О том, что кто-то проводит кампанию. Да, мне не импонирует ни партия Возрождение, которая весьма такая одиозная, но знаем, что у них таких средств, как у партии ДПС, как бы не водится, так как они партия молодая и маленькая. Но при этом мы слышали, что ДПС является, вернее, Возрождение является партнером ДПС где-то, да? То есть и не исключено, что может быть какая-то коалиция, или это исключено? Все может быть. Значит, оказалось, что партия Возрождение всегда вроде как критиковала ДПС и ГЕРБ, но при этом в последнем созыве парламента они голосовали вместе с партией ГЕРБ, и даже одна из депутаток, которая покинула партию из-за того, что в ней царит диктатура, она говорила, что частым гостем была глава фракции партии ГЕРБ в их партии, которая приходила и договаривалась, о чем будут голосовать вместе. Николай, и, наверное, последний вопрос, самый последний вопрос. Вот на этих выборах сказалось ли влияние, каким-то образом влияние России? Потому что понятное дело, что попытка мы видим дестабилизировать политическую ситуацию в разных странах. Вот на этих выборах оно ощущалось, влияние России, или оно вообще никак не проявлялось? Думаю, что оно ощутимо в некотором роде. То есть такие партии, как вот Возрождение, о которой мы говорили, она с 4-5%, то есть барьер вхождения в парламент 4%, подскочила на все 10%, то есть удвоила свой результат. Также партия бывшего премьера Стефана Янева, генерала Стефана Янева, который являлся дважды премьером в технических правительствах, которые назначал президент Румен Радев, он создал свою патриотическую партию «Белгородский восход». Она тоже прошла в парламент, набрав около 5% голосов. То есть вы связываете эти политические партии, за ними вы связываете их, вернее, вы усматриваете влияние русских или России на эти политические партии? Они не скрывают, Возрождение не скрывает, что они поддерживают Москву в этом конфликте. А партия «Белгородский восход», Стефан Янев был в кабине Кирилла Петкова,
его оставили на посту министра обороны, но он проработал всего пару месяцев, потому что он сказал, что в Украине проходит военная операция, и он не имеет, у него нет оснований не доверять словам президента Российской Федерации. После этого граждане потребовали его отставки, и он покинул правительство, создав свою собственную патриотическую партию. Я благодарю вас за то, что пришли к нам в эфир и дали свой комментарий. Я думаю, что у нас будет еще возможность поговорить о ситуации в Болгарии, тем более еще ничего не закончилось, все продолжается. Ждем вас в наших следующих эфирах. Спасибо, Михаил. Спасибо, коллеги.